Сегодня я решила немного побаловать себя и поднять себе настроение, поэтому пришла сюда, в кофейню Friends. Если вы такой же поклонник и любитель этого сериала, как и я, то вам всем сюда. Проведите время в компании с веселыми персонажами и с чашечкой ароматного чая. В кинотеатрах нашего города премьера, заключительная серия самого знаменитого автобоевика «Форсаж 7». Самым главным в жизни всегда будут люди. Те, что вокруг меня. Все ради них. Алло. Доминик Торетто. Мы пока не знакомы, но скоро... Скоро я это исправлю. Чья работа? Помнишь Оуэна Шоу? Так это его большой злобный брат. Элитный киллер из спецслужб. Настоящий зверюга. Похоже, Лондон так просто не отпустит. На нас идет охота. Шоу живет в мире, который не играет по вашим правилам. Тебе и твоим друзьям придется с этим считаться. Мы не просто друзья. Мы одна семья. На этот раз нам так легко не отделаться. Психи вышли на новый уровень. Форсаж 7. Надоели однообразные скучные будни? Тогда раскрасьте их хорошим юмором и позитивной атмосферой. 13 апреля в Редбери-баре пройдет стендап-хаус «День сурка». Культурная жизнь в нашем городе, как всегда, разнообразна и богата на события. Вот где можно разгуляться. Например, в Русском театре 13 апреля пройдет концерт арт-студии «Водопад». А в Осетинском театре 11 апреля пройдет спектакль «Башня надежды», а 12 апреля спектакль «Жених Гаци». Ну а если вы любите петь в караоке, то предлагаю всем нам встретиться 15 апреля на концерте Анны Албеговой, который пройдет во Дворце культуры «Металлург». Программа так и называется «Пой вместе со мной». В Осетинском театре с большим аншлагом и фурором прошел первый сольный-концерт молодого и очень талантливого исполнителя Тимура Сланова. А отчет о концерте можете посмотреть прямо сейчас. Юный вокалист Тимур Сланов выступил с первым сольным концертом. Ему всего 14, но большую часть жизни он занимается музыкой. В музыкальную школу Тимура Сланова привела бабушка, тем самым дав ему путевку в жизнь. Народная артистка России Долорес Белаонова после прослушивания взялась за обучение мальчика. Тимур – обладатель уникального, редчайшего голоса, контртенор. Это большая редкость не только в России, но и в мире. Специально для концертного исполнения были переписаны некоторые партитуры, чтобы зритель во всех красках услышал огромную палитру голоса юного дарования. С неподдельной искренностью Тимур пел на русском, осетинском, итальянском. Его голос завораживал и заставлял плакать от счастья. Звучали песни военных лет, арии, дуэты, народные песни. Поддержать певца пришли друзья, однокурсники и педагоги. За дирижерским пультом весь вечер стояла юная Дана Муриева. На концерте выступили также Нелли Гончарук и 6-летний Аслан Джоев. Главными героями вечера стали именно дети. За плечами Тимура Сланова, несмотря на юный возраст, внушительный список конкурсов и фестивалей. Это русский бал в Вене, за выступление на котором он удостоен грамоты за вклад в развитие российской культуры за рубежом, международный конкурс «Кинотаврик», где певец получил диплом первой степени. Впервые же Тимур Сланов громко заявил о себе в 2012 году, став лауреатом конкурса «Хрустальные звездочки». Его талантом восхитилась великая Елена Образцова. В день концерта поздравительное письмо Тимуру прислал народный артист СССР, депутат парламента Иосиф Кобзон. Поздравление зачитала главный судебный пристав Северной Осетии Светлана Гацоева. Победителю Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки-2012» Тимуру Сланову. Дорогой Тимур, от всей души поздравляю тебя с новым этапом творческого пути. Для каждого артиста выход на сцену
Это путь в прекрасный мир перевоплощений. Его глаза горят любовью к искусству, а улыбка обращена к каждому зрителю в зале. В нем сочетается невероятный талант и высокие человеческие качества. Именно он стал солистом тысячного хора под управлением маэстро Гергиева. Тимур Сланов является достоянием не только осетинского народа, но и всей страны. Сегодня у нас в гостях юный и очень талантливый вокалист, обладатель редкого контртенора Тимур Сланов. Тимур, здравствуй. Здравствуйте. Спасибо, что пришел в гости. Спасибо, что пригласили. Готовясь к сегодняшней программе, я очень много читала и узнавала, да, про тебя. Я знаю, что в музыкальную школу тебя привела именно бабушка. Да, в музыкальную школу меня привела моя бабушка. Но меня поразил больше тот факт, что ты говорил, что ты хотел петь. Да, с самого детства. То есть это ты настоял на том, чтобы тебя отвели в музыкальную школу? Это было больше моим решением, потому что я попросил бабушку, и она сказала, давай попробуем. Угу. Тимур, ты сейчас учишься в музыкальной школе, да? Я закончил музыкальную школу в Министерстве культуры, и теперь я буду поступать в более высшее училище. Скажи, на каких оперных певцов ты равняешься или хочешь быть похожим? Это, разумеется, Андреа Бочелли. Это из противоположного пола мне очень нравится. Елена Образцова мне очень нравилась. Елена Образцова, Анна Нетребко. Веронику я очень люблю, нашу Вероничку Джоеву. И кто еще? Ну, в принципе, все. Буквально недавно, несколько дней назад, прошел с аншлагом твой первый сольный концерт. Скажи, ты был готов к тому, что тебя вот так вот осетинская публика тепло встретит? У нас было предложение сделать первый сольный концерт в другом городе, в более большом, но я решил, что сначала мой самый первый сольный концерт должен пройти в Осетии, и мы решили сделать его благотворительным, и все средства с нашего концерта пойдут на восстановление детских домов в Донецкой и Луганской областях. Ну, расскажи ощущения, как это после первого сольного концерта. Ты, наверное, волновался до? Или спокойно все? Я не волновался. Вообще, я очень долго не верил, что завтра концерт, сегодня концерт, через 20 минут концерт. Концерт закончился, и я не понимал, что это все уже прошло, но... Осознание еще не пришло, еще до сих пор не пришло, да, осознание? Хорошо. А как ты формируешь свой репертуар? Чаще всего мне подсказывает мой нынешний педагог, Балык Людмила Николаевна, а до этого мне помогала формировать мой репертуар Элла Некрасова, моя бывшая учительница. Моей самой первой учительницей была народная артистка России Долорес Белоонова. Она всегда говорила, это моя находка и так далее. Расскажи, чем занимаешься в свободное время, помимо музыки? Пью Кока-Колу. Я очень люблю Кока-Колу и не могу без нее жить. Это как энергетик для меня. А так, у меня довольно немного свободного времени. Я пытаюсь как-то с пользой его проводить, то есть отдыхать. У нас на самом деле очень много интересных мероприятий в городе проходит. Ты где любишь отдыхать? Ходишь в кино, может быть? У нас очень неплохой кинотеатр «Дружба». Я его часто посещаю. В театр не ходишь? В театре редко. Редко? Редко, и то, когда или оперы со знакомыми для меня людьми, или концерты моих знакомых людей тоже самое. А так я не пойду к человеку, которого я не знаю. А, вот так. Я смотрела интервью, кстати, там такая интересная фраза у тебя была. Ты сказал, что ты не понимаешь классику, да? Если я сейчас не... Вы не ошибаетесь. Скажи, как это? Что значит, ты же... Я ее пою, она мне нравится. Классика это очень красиво. Но когда ты слушаешь классику, то ты не везде можешь отдохнуть. Классику надо воспринимать. Но всегда воспринимать у меня ее не получается. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Мне кажется, что я мало спел с Образцовой. Мне хотелось бы с ней больше поговорить, больше пообщаться.
потому что она была таким человеком, который всегда знал, о чем говорить. В музыке она была всегда очень пряма. Тимур, спасибо, что пришел. Я желаю тебе исполнения всех твоих желаний, чтобы все твои цели, намерения сбывались в нужное время. Спасибо.